В эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты «Зенита» одержали выездную победу над московским «Спартаком». Встреча 8-го тура прошла на открытии арене и завершилась со счетом 1-0 в пользу петербуржцев. Единственный гол на 41-й минуте матча забил полузащитник гостей Юрий Жирков. В турнирной таблице «Зенит» 17 очками располагается на втором месте. «Спартак» идет на 6-й позиции с 14 баллами. В следующем туре петербуржцы на своем поле сыграют с «Арсеналом», а спартаковцы дома примут «Урал». Все встречи 9-го тура пройдут через 2 недели после перерыва на матче национальных сборных. Футбольный клуб «Союзавто» выиграл у «Арктики» и стал победителем чемпионата города Якутска среди команд высшей лиги. Встреча заключительного 9-го тура, прошедшая на стадионе Туймада, завершилась со счетом 3-0 в пользу автомобилистов. Все 3 мяча свой актив записал Дмитрий Каурдаков, ставший лучшим бомбардиром турнира. На его счету 16 результативных ударов в 8 встречах. «Союзавто» возглавил турнирную таблицу, набрав 24 очка. На 3 пункта от лидера отстала «Арктика», финишировавшая второй. На 3-м месте турнир завершил «Ирбис-99», набравший 18 очков. Вся тройка лидеров в скором времени вновь выйдет на поле Туймады оспаривать лавры первенства чемпионата республики, который пройдет с 11 по 15 сентября. Воспитанник якутской детской футбольной команды «Пульс» Артем Соколов вызван в юношескую сборную России. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Футболист примет участие в учебно-тренировочных сборах национальной команды в Испании, целью которых является подготовка к грядущему чемпионату Европы. Также в рамках сборов российские футболисты сыграют товарищеские матчи со сверстниками из Ирландии. Напомню, Артем Соколов в данный момент играет за московскую команду Чертанова, куда перебрался после успешного выступления за якутский «Пульс» на турнирах всероссийского масштаба. Омский «Авангард» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина, столичный ЦСКА, в матче за кубок открытия сезона 2019-2020. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Франсон, на его счету дубль, и Максим Чудинов. У армейцев шайбу на свой счет записал Максим Шалунов. Благодаря этой победе «Авангард» прервал 9-матчевую серию поражений в играх ЦСКА. В предыдущий раз омский клуб одерживал победу 9 октября 2016 года. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с Ак Барсом, «Авангард» в гостях встретится с хельсинским «Йокеритом». Оба матча пройдут 3 сентября. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Братиславе. Матч завершился со счетом 3-1. На групповом этапе российские волейболистки заняли 2-е место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии, а также уступив команде Германии. В четвертьфинале российские волейболистки сыграют с командой Италии, победившей в своем матче представительниц Словакии. Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится в среду. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала 6 раз, а также трижды становилась бронзовым призером соревнований. Сборная России в составе Дарьи Межецкой, Алены Прокопенко, Ксении Чебисовой, Лечи Идиева, Хусена Халмурзаева и Нала Тасоева победила команду Азербайджана в матче за 3-е место командного турнира на чемпионате мира по дзюдо. Соревнования проходили в Токио. Российская команда победила со счетом 4-1. Золотые медали завоевали японские дзюдоисты, победившие в финале французскую команду. По итогам личных соревнований команда России заняла 10-е место, завоевав 2 серебряные и 1 бронзовую награды. Это были все спортивные новости к этому часу. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.